Алмаз Шаршенович, как ваше здоровье сейчас? Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно летать на лечение, пролечиться. Но я, как всегда, вернусь, I'll be back. Вот был вопрос, как вы относитесь к решению Верховного суда. Я всегда говорил, и сейчас вам хочу сказать, что все уголовные дела против меня, они придуманы, сшиты белыми нитками. И это все равно покажет время. Я надеюсь, что вот какая-то волна началась справедливости. Это вот была, знаете, комиссия по даче, теперь решение по БТК. Это все сшито белыми нитками. Вы знаете, по чьей-то команде. И те, кто шили эти уголовные дела, они до сих пор сидят в руководстве силовых структур. Сказали, вы куда-то чечimi gördük. Siz de şu денсаулыққа байланышты Yok, anısına albatta rahmat için ankeni денсаулық içinde 3,5 yılda jaylandı da Özbekistan'a ötken жылы 47-ci koloniyadan bilesiniz. Karda Rusya maykımene sürüp çıkıp omurtkağa doğu ketken de o şunda. Eşteke biliveyse eşteke balgon yok деп koyuyor. Hem türbe денсаулық бербейтен de. А где вы планируете лечиться? За рубежом, где именно? Я вам скажу так, что есть приглашение от... Я сейчас, наверное, об этом могу сказать. Я знаю, что очень была большая поддержка. Может, вы знаете, от Социнтерна. Это организация, которая объединяет, по-моему, чуть ли не 180 или больше даже социал-демократических партий. И лично приглашение было от премьер-министра Испании, он президент Социнтерна. Я знаю, что он сам подключался к этому вопросу, его правительство. Я очень благодарен. Очень большую работу провел генеральный секретарь, вот, который сейчас ушел уже, Луис Аяла. Он ко мне в тюрьму приезжал, в тюрьму даже. Я, конечно, благодарен. И я думаю, что я просто обязан тогда пролечиться в Испании. Я хочу заранее сказать, что я очень благодарен премьер-министру Испании, правительству и, конечно же, Социнтерну. В первую очередь Социнтерну и моим сторонникам здесь, социал-демократам, особенно молодым, вы знаете, очень постарался. Темирлан Султанбеков с моим сыном Кадырбеком и все остальные очень помогали. Большая благодарность моим юристам, они всегда знали, что я ни в чем не виновен и до конца отстаивают мои права. Потому что много желающих, чтобы я не выходил из тюрьмы. Вы знаете, решение Верховного суда вчера было, 5 часов принято. И вот эти 24 часа, это уже дополнительные сутки. Да? Ну, для кого-то это не время, но в тюрьме она тянется. А может, да, чем планируете заниматься после лечения? Ну, время покажет, время покажет. А sizin başka kılmış işleriniz yok hazır. Эми мындай да, алардын деле баары эртели кеч жокко чыгарылат, менин ишенем. Эртели кеч, даже бир оюндар кетип чыкпай калса, баары эртели кеч мезгил, тарых өзү чыгарат. Мунун баары калп болот, ишенип коемун. Мен эч качан жооп бергенден коркпойм. А как Мени отреагировал? соктогондор эртели кеч өздөрү соттолот. Алмаз, как вы думаете, как отреагировал на ваше вот сегодняшнее освобождение Сооронбай Шарипович? Ну, это надо вам у него спросить. Вы все-таки на каждый суд высказывались в его сторону о том, что он вас... Как? Вы же каждый суд говорили о том, что он вас бросил, Ну как бросил? кинул, как бы, грубо говоря, да? А как вы сейчас простили его? Ну, я вам так скажу, что я не собираюсь за ним гоняться или что-то делать. Бог его сам накажет, уже наказывает. Есть у киргизов такие слова, куда его, да куда там это уже. Ну, вы знаете, сейчас я это узнаю дома. Ну, честно говоря, мне чем раньше, тем лучше, потому что, видимо, мне нужны будут одна, может, больше операций. Там же не только спина. 3,5 года в тюрьме все-таки тяжеловато мне дали, тем более
Больше года я был в одиночке, там и дверь не закрывали, там такая решетка, за решеткой посадили ребят, на тебя смотрят, это что такое было? Помните, шоу было как-то называлось, за стеклом, да, вот такое, без стекла причем. Алмаз Шаршенович, можно уточнить, а не было ли какого-то давления со стороны тюремного контингента здесь, в исправительной Вы колонии номер знаете, 27? что в 47-й, что в СИЗО, что здесь. В СИЗО, правда, я был в одиночке всегда. Но я везде встречал уважительное отношение к себе от заключенных. Везде абсолютно уважительное отношение, за это я благодарен. От сотрудников тоже. Единственное, вот в 47-й была ситуация, когда, видимо, чей-то приказ был, приехали сотрудники КСИН и вытащили меня, ну, практически раздетого под снег и повредили позвоночник. Азыр жогорку соттун чечимин бийлик менен макулдашылган токтор катары баалагандар да бар. Азыр бийлик менен сүйлөшүү болдубу? Эми мындай да, бул биздин бийлик. Мен керек болсо мүмкүн эртең да сүйлөшөм, башка күнү да сүйлөшөм. Бирок мен ар бир бийликке айтып атам, менин күнөөм жок деп. Мен бир талабым дайыма бар, менин күнөөм жок. Менин күнөөм жок. Силерге да айтам, Кудай алдында. Могу бүт бар, мен болгону бир күнөөм ишенчек болчукам да өтө. Садыр Жапаров менен Не только Сокеге, башкаларга дагы окшогон адамдарга көп ишенгенмин да. А сейчас какой-то... Вы знаете, время покажет, сейчас мне надо, ну, срочно поправить здоровье. А сейчас какое-то прощание, может, были с сокамерниками? Вы знаете, я тут тоже жил, как говорится, в одиночке. Но приходили, пытались, кто смог пробиться. Ну, относятся везде хорошо, потому что, я не знаю, ну и простые люди, я думаю, многие... Вот мне что помогало эти годы в тюрьме? Я знаю, что простые люди очень помогают. Я знаю, что помогали и помогают моей семье и морально, и материально. Был период, когда вообще моя хозяйка, ну, была вообще в большой нужде. И простые люди могли просто встретиться, дать там 500 тысяч сомов. И это не забывается. Я очень благодарен простым кыргызстанцам, потому что простые кыргызстанцы, вот им можно верить. Они, в отличие от некоторых политиков, никогда не предадут, не продадут, но могут обмануться, во что-то поверить. Поэтому еще раз громадное спасибо. Я благодарен и нашим журналистам. Я знаю, что в целом объективно освещалось, в том числе и со стороны тех СМИ, на которые я подавал в суд. Вы знаете, я из-за этого дача суд подавал в суд на некоторые СМИ. И несмотря на это, возможно, какие-то обиды были, но я благодарен журналистам, редакциям. Это отдельное спасибо. Я считаю, конечно же, свобода прессы должна быть. И когда я подавал в суд, я считаю, я сделал одну большую ошибку. Это то, что я не учел, что я президент. Президентам нельзя подавать в суд, потому что наши суды, я убедился, они вынесут решение в пользу сильного. И, ну, слава Богу, вы знаете, целая комиссия была, я вот в тюрьме сидел, я знаю, что ни при чем я во всех этих небылицах, которых меня обвиняют. Вам всем громадное спасибо. Я специально остановился, потому что мне сказали, что вы уже давно стоите, ждете, мерзнете. И через вас вам хочу передать всем большое спасибо, нашим кыргызстанцам, простым людям. Я очень благодарен, потому что вот приезжала моя хозяйка, вы знаете, на автобусе. Сюда маршрутка ходит, 47-ю на автобусе. И часто привозила, говорит, мне деньги не взяли за эту, там, за фрукты. Это было, очень помогает. Когда просто люди, спасибо громадное, я очень благодарен вам. Не обижайтесь, меня заждались тоже дома. Потому что я не знал до сих пор, выпустят, нет. Спасибо. Спасибо большое.
Şimdi zamanlarda ok diyen de üstünde var atan gör. Да, потихонечку. Спасибо всем. Жол беріп қойыңыздар. Дамир билеты. Алмаз Аршенович, а когда в Испанию собираетесь? Чем быстрее, тем лучше. Потому что, боли идут. Алмаз Сильные Шершеневич, боли особенно. И сердце а вы надо. будете так в суде участвовать? Я не участвовал же, вы знаете, меня сажали без меня. Поэтому я и принципиально не участвовал в этих судах.